Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки и пишет хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Страх неизвестности. В чем он? Что мне нужно знать здесь и сейчас? Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о том, что вам интересно и особенно за что вы переживаете, да, за что вы боитесь. Надеюсь, вы настроились. Если нужно время, поставьте видео на паузу, посмотрите на песочек, подумайте, не спеша, но потом присоединяйтесь к просмотру. Теперь я убираю Назар. Прошу высшие силы послать только лишь самую важную, самую нужную и самую полезную информацию для вас, а также дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. Давайте же посмотрим, в чем ваш страх неизвестности, в чем он вообще в принципе заключается, да? Чего боятся мои зрители, чего боятся те, кто зашел на мое гадание. Так, сразу скажу, здесь очень много вышло дорог. Вы боитесь дорог. Вы на самом деле, знаете, как с одной стороны вы хотите перемен, а с другой стороны вы очень сильно их боитесь. Боитесь всего нового, боитесь... Знаете, вот из серии, когда человек сидит на одном месте и говорит, вот я бы хотел там куда-то уехать, переехать, начать жить заново, там, работу какую-нибудь, еще там, любовь, семью. При этом выйти за порог своего дома вы не решаетесь. Потому что дома все-таки, как ни крути, пусть и грустно, но комфортно. Да? Вы не выходите из зоны своего комфорта, даже если это вообще совершенно некомфортная зона. Вот. Сидите на одном месте и все. Дорог хотите, счастливых перемен хотите, но их очень сильно боитесь. Даже если сейчас вы сидите, например, дома, придет там прекрасный принц, позвонит вам в дверь, скажет, все, поехали со мной на моем белом коне в какую-нибудь счастливую страну, вы же откажете, вы придумаете 1000 отговорок и просто, знаете, перед лицом захлопните дверь, скажете, все, нет. Я не готова. Придите в следующий раз. Знаете, мои дорогие, здесь, конечно, над этой ситуацией нужно поработать. Я не буду вас осуждать, потому что я тоже человек и, честно скажу, тоже боюсь перемен. Конечно, тоже сердцем их желаю, но побаиваюсь, понимаете? Побаиваюсь. И я вижу, что вы очень вот прям... Тоже такие люди, которые вот похожи на меня, желая перемен, их боитесь. Но здесь я вижу еще такое отличие, что вы себя как-то недооцениваете, причем недооцениваете очень сильно. Да? Вам почему-то кажется, что вы намного хуже, меньше, там, не знаю, менее значимее, менее там, талантливее, менее умнее, чем кто-то вокруг вас, чем другие. Почему-то вы не верите себе, не верите своим силам, не доверяете себе. То есть у вас какой-то такой, знаете, человек, который там ведомый, назовем его так, да, вы больше, скажем так, доверяете там, мнению там, соседа, чем своим собственным убеждениям. От этого нужно, мои дорогие, уходить. Обязательно уходите. Потому что страх ваш заключается в том, что вы прежде всего не верите себе. Не верите себе, не верите в свои силы. И от этого вы пугаетесь, вы думаете, что, дескать, что ж я смогу, я ведь всего лишь маленький человек, что я могу знать в таком огромном мире, я потеряюсь, да, будут какие-то проблемы. В этом заключаются ваши, кстати, основные проблемы. Почему в жизни не везет? Да потому что боитесь вы всего, боитесь и не решаетесь. Нужно именно себя проработать, мои дорогие. Будьте смелее. Вот знаете, вот капелька отчаяния вот в этом случае вообще не повредит. Да? Не надо быть крайне отчаянным человеком, но закрыв глаза, ступить в неизвестность, вот к этому нужно вам стремиться. Обязательно. Смотрите, многие боятся того, что останутся одиноки, что останутся без пары, что останутся без своей половиночки, да, либо останутся с человеком, который там, скажем так, не ценит, обижает, абьюзер, да, какой-нибудь там драчун, ворчун и прочие неприятные вещи. Мои дорогие,
Это тоже, опять же таки, ваш страх, который, да, не дает вам свободно жить. Здесь я вижу, что одиночество вам не грозит. Не грозит как и в планах, так и в реальности. То есть два человека. Тут даже в реальности еще и ребенок есть. Видите, если в планах просто два человека, то в реальности еще и ребенок. Причем, кстати, и не один. Так что, мои дорогие, вот это тоже не нужно бояться. Вы должны себе разрешать быть счастливым человеком, довольным своей жизнью. Человеком, у которого есть все и даже больше, чем вам может понадобиться. Разрешите себе любить. Разрешите, чтобы в вас влюблялись. Выходите в свет, выходите в люди, начинайте общаться. Закрыты вы дома, потому что пандемия, общайтесь в интернете. Знаете, вам нужна подпитка, любовная, так скажем, подпитка, когда люди будут забрасывать вас комплиментами, хорошими, добрыми словами, ухаживать, да? Даже в интернете, если это будет происходить, у вас глазки начнут блестеть, и вам захочется и жить, и творить, и знаете, вы как будете втягиваться в эту тему, да? Чем больше меня там закидывают комплиментами, тем больше я хочу их слышать. И вам захочется от этого и любить, и жить. И вы будете потихонечку выходить наружу из этой вот темени. Так, следующий момент. Безденежье. Я вижу, что многие вот какие-то вот прям люди в очень сложной ситуации, когда денег вот реально вообще не хватает, ни на что не хватает. Вроде как бы работаете очень много, а денег вообще не хватает. Тут могут быть и кредиты, какие-то обязательства. И в принципе, знаете, какая-то очень сложная ситуация, когда, например, все везде там ломается, рушится, нужно деньги и туда, и сюда, только там из каких-то долгов выбрались, новые попали. То есть, знаете, вот такая ситуация идет. Вы боитесь за то, что в будущем будет еще только хуже. Мои милые, вас испытывают на порочность, да, я это вижу, но вы должны понимать, что вам нужно осилить этот путь. Знаете, что идет? Вы должны научиться правильно распоряжаться деньгами. Когда вы научитесь правильно распоряжаться деньгами, вам их будут давать вдоволь. Это первый момент. А второй момент, который я вижу, это то, что вам нужно себя, например, вытягивать. То есть вы сидите на работе, которая плохо оплачивается, но, например, она вам нравится, да, коллектив хороший, либо там рядом с домом, и вы терпите эту ситуацию, дескать, ну, где-то я там типа ужмусь, но тем не менее где-то я и выиграю. Вот это тоже нужно менять. Нужно расти, нужно пытаться, как знаете, говорят, есть такая пословица, да, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Вам тоже нужно искать там, где будет лучше, где будут больше платить, где будут лучше относиться, где будет карьерный рост, где будет продвижение. Вот к этому нужно идти. Ну, опять же таки, да, это все касается страха новых дорог, которые у вас есть. Знаете, вот еще раз говорю, вот все, что происходит в вашей жизни, вот все, что я вижу в этом подносе, скажем так, да, это все именно страх новых дорог. Вот это тот страх неизвестности, который рушит вашу жизнь. Вот прям как хотите, да, по кусочку, по маленькому кусочку отламывает от вашей жизни. Да. И чем больше времени проходит, тем больше обломках, да, вы в обломках своей жизни находитесь лишь только потому, что боитесь. Вот реально боитесь. Я не призываю вас бросить все и куда-то там бежать, сломя голову. Нет. Я призываю вас выходить, хотя бы понемножку выходить из своей зоны комфорта, пресловутой зоны комфорта. Может быть, она и не комфортная, еще раз говорю, да, но не сидите на месте, начинайте двигаться. Двигаться можно как и, не знаю, там продвигать себя по работе, что-то новое изучать. Так и, например, можно двигаться, действительно там, передвигаться из места на место, переезжать в разные районы. То есть, понимаете, ищите, и вы найдете, вам воздастся. Вот это я вижу. Так, те, кто у нас переживает за то, что мечта не исполнится. У кого-то есть мечта, просто какая-то невероятная мечта, и вот кто-то переживает, что не исполнится эта мечта, что нет возможности, время упущено, там еще какие-нибудь, там, знаете, себе отговорочки придумывайте. Мои дорогие, мечта, она — это энергия, да, это энергия и запрос энергетический, который вы посылаете в космос. Если вы будете посылать в космос то, что, дескать, ну все, время упущено, мечта моя не исполнится, то, к сожалению, она и не исполнится. Я просто вижу, что она рушится именно с вашей стороны, понимаете? С вашей стороны рушится эта мечта. Верьте, надейтесь и постоянно не забывайте просить высшие силы о своей мечте.
прямом смысле слова прям так и думайте. Я хочу, чтобы было так, 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 так. Мне нужно это. И, конечно же, идите к своей мечте. Потому что, ну, если сидеть в негативе и постоянно думать, что, дескать, вот я там, ничего у меня не получается, у меня там порча, еще какая-нибудь гадость, да, поэтому я вот так буду тихо себе на попе сидеть, пока свою жизнь до конца я не доживу, да, то так оно и будет, к сожалению. Я вижу, что у вас вот прям как хотите. Не выходите и не двигаетесь. Как в плане вот физическом, да, вот как-то вы больше вот в четырех стенах, да, находитесь, либо вот там дом, работа, больше ничего не происходит. И, конечно же, в плане внутреннего ощущения, когда вам страшно, когда вам не хочется, лучше я там посижу в телефоне, да, в социальных сетях поковыряюсь, чем я пойду куда-нибудь там проветрюсь, да, куда-нибудь там в кафе тоже, либо какое-нибудь публичное место. Так, мои дорогие, еще я вижу у вас тут страх за будущее. Очень большой страх за будущее. У многих вообще вопрос, будет ли у меня такое будущее. Вернее, будет ли у меня будущее вообще. Да? Мои милые, вот так вообще нельзя. Конечно же будет будущее, и, конечно же, в нем будете вы. Вот кто зашел именно на этот голубой песочек, знаете, что будущее есть, будущее прекрасное, и в этом будущем вы прекрасны. Вот, запомните эти слова. Я вижу так, что в будущем, во-первых, у вас вот всего, что вы боялись, вы потом будете просто смеяться над этим, да? Будете смеяться над своими страхами, а кто-то даже будет и сожалеть о том, что потратил столько времени впустую на вот эти все страхи и переживания. Вместо того, чтобы, там, например, активно действовать, вы просто сидели и боялись. Боялись того самого будущего и боялись каких-то перемен. И, мои дорогие, я хочу вам сказать, что в будущем я вижу вас в своем доме, над крышей, над головой у вас есть. Вы в паре. И в доме, во-первых, полный очаг, горящий очаг. И лампа, которая согревает всех вокруг. Понимаете, все знаки на хорошее будущее здесь вышли. Я не вижу в будущем работу, но это не столь важно, потому что я вижу, что вы при достатке. У вас достаток есть. Понятно вам? Достаток. И еще по здоровью. Вот здесь песочные часы, которые мне говорят о том, что здоровье у вас будет хорошее. Да, здоровья вам хватит на долго-долго-долго. Но при условии, конечно, что вы им будете заниматься, да, что вы себя будете беречь. Мои милые, здесь троечка вышла. 3 периода времени вам на то, чтобы все осознать, все передумать. И через 3 периода времени у вас может, знаете, как портал в новую жизнь открыться, да, запустится череда вот таких вот, знаете, каких-то изменений, резких перемен. Они могут быть резкие, могут быть прям обрывистые, могут быть даже и, скажем, такие взрывоопасные. Но тем не менее, если вы пожелаете поменять свою жизнь, через 3 периода времени у вас будет такой шанс. Да, перемены будут непростыми. Да, не пройдет все гладко. Где-то придется, ну, скажем так, попугаться. Но, знаете, это того стоит. Вот вас именно я вижу, что судьба столкнет с вашим страхом. Страхом новых дорог. Вас с ним столкнут. Дайте вот так раз и столкнетесь. И никуда вам не деться будет от этого страха. Придется вам этот страх преодолеть. И с этого момента ваша жизнь кардинально начнет меняться в лучшую сторону. Этого я вам и желаю поскорее. Гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.